Сегодня мы встретились с талантливым историком Тимуром Пиле, который не только занимается научной деятельностью, но и преподает мнемотехнику в образовательном центре «Синергия». Как отмечает сам Тимур, его исследовательская работа сосредоточена на историко-политических аспектах проблем сецессии в современном мире, на примере Абхазии. Именно стремление глубже понять сложные процессы и подтолкнуло его к продолжению обучения в аспирантуре. Я хочу отметить следующее, что знание истории своей страны и своей родины – это необходимо всем, особенно знание истории Абхазии. Если ты гражданин Абхазии, то тебе необходимо знать историю своей родины. Будучи еще студентом, я столкнулся с таким термином, как сецессия. Мне стало интересно, что это такое, что оно означает. Главным такой был вопрос, применим ли он вообще по отношению к Абхазии. Написал дипломную работу, защитил ее. Но моей задачей в данном случае будет написать диссертацию, поставить жирную точку над вопросом, применим ли вообще термин сецессии по отношению к Абхазии или нет, то есть дать научное обоснование этому, понять, насколько наши случаи похожи, наш случай Абхазии и случаи других государств похожи, провести сравнительный анализ и потом уже в конце сделать определенные выводы. То есть пока я не напишу диссертацию, о каких-либо конкретных выводах я говорить не могу. Мнемотехника – это метод, который помогает развивать память и улучшать навыки запоминания. На курсе Тимура студенты учатся эффективно воспринимать большие объемы информации – цифры, имена, даты и многое другое. Курс длится 2 месяца и включает в себя практические занятия, теоретические материалы, тестирование и домашние задания. Для достижения хороших результатов необходимо регулярно тренироваться. Учась еще в Гагарском лицее-интернате, я столкнулся, то есть еще будучи школьником, я столкнулся с такой передачей, как «Удивительные люди». И там люди запоминали огромное количество информации и говорили о том, что этому можно научиться. И меня этот вопрос заинтересовал, и уже поступив на кафедру истории теории международных отношений, то случается пандемия, мы все сидим дома, и я решил купить курс и пройти его. И пройдя этот курс, мне предложили работать в Синергии. С тех пор я работаю в Синергии уже несколько лет, и у меня уже свыше 100 выпускников. Ну и, конечно, надо ответить на вопрос, что такое мнемотехника, потому что многие не знакомы с данным понятием. Я не буду сейчас вдаваться в научное объяснение, что же это такое, просто скажу коротко и ясно. Это запоминание с помощью образов. Но как представлять, как визуализировать информацию, как ее правильно кодировать, вот чему я, получается, обучаю на курсе по развитию памяти или по мнемотехнике. Курс рассчитан для любого человека только от 12 лет, потому что до 12 лет наш мозг формирует нейронные связи, и, соответственно, после 12 лет можно заниматься спокойно мнемотехникой. Конечно, желательно, чтобы это были ежедневные тренировки или хотя бы в неделю несколько раз прокачивать свой мозг. Есть огромное количество упражнений различных, но самые полезные мы проходим на курсе по развитию памяти. Это упражнение алфавит, упражнение инструп-тест, таблицы Шульте, это запоминание информации на слух. То есть мы используем все каналы восприятия мира. Это аудиальный, дигитальный, кинестетический, визуальный. Все эти каналы восприятия мира используются в мнемотехнике. И во время прохождения курса, через неделю, проделывая все эти упражнения, любой человек может почувствовать скажем так, буст в том, что у него уже я уже лучше запоминаю информацию, то есть появится такое ощущение. Тимур подчеркивает, что привлечение молодых специалистов в науку крайне важно. Для этого необходима поддержка государства, предоставление грантов и возможность участия в различных исследовательских проектах. Я думаю, что история Абхазии популярна. Почему? Вне зависимости от того, какая у тебя специализация, юристы, экономисты, психолог, знание истории, не обязательно знать
углубленную историю, но хотя бы азы. Я думаю, что, да и в принципе в университете мы это изучаем, что это направление, оно актуально и будет всегда актуально, пока существует государство, наше государство. И я думаю и очень надеюсь, что оно будет еще существовать очень и очень долго. Конечно, в истории Абхазии есть аспекты, которые еще не изучены, но я уверен, что будущее поколение, подрастающее поколение, они будут этими вопросами заниматься. То есть работа объемная, тут необходима поддержка государства, безусловно. И я думаю, что наше государство работает в данном направлении. В настоящее время Тимур активно изучает новые направления, которые затем применяет в своей преподавательской деятельности. Мы также обсудили его планы. Конечно, я собираюсь это делать, я уже это делаю. Я занимаюсь профессионально уже мнемотехникой, и скоро, я думаю, что вы увидите меня и в других каких-то проектах, по крайней мере, я на это надеюсь. Планирую еще проводить соревнования между желающими и теми, кто уже прошел курс, но посмотрим, как все получится. В научной деятельности я не сталкиваюсь с какими-либо проблемами, за исключением одной – это найти достоверную информацию. Пример Тимура Пилия показывает, что молодые аспиранты способны открывать новые горизонты в своей профессии. Так, он сегодня один из немногих в Абхазии, кто преподает мнемотехнику и помогает многим людям развивать свою память. Алиса Адлиба, Сандро Облоти, Абаза ТВ.